У нас за последние сутки 49 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксированы у жителей республики. Из них 39 – это город Якутск, и по несколько случаев в Мирнинском, Ленском, Мегино-Кангаласском улусах. Ситуация вот у нас, еще раз хочу подчеркнуть, остается за последний месяц уже практически стабильной. От 40 до 50, там, чуть больше заболевших каждый день. При этом основная часть по городу Якутску. Ну и, конечно же, нас вот беспокоит достаточно большое количество заболевших последние недели в Мирном, в Нерюнгри. Есть у нас локальные случаи по ряду районов. К сожалению, когда вот эти случаи расследуются, то во многих случаях мы видим, опять же, несоблюдение жителями элементарных мер предосторожности с точки зрения вот проведения больших праздников, свадеб, юбилеев, и после них по 20, по 30 случаев, когда контактные лица, ну, или бессимптомно переносят болезнь, или есть даже случаи тяжелых заболеваний, там до 10 человек. Вот, поэтому, конечно же, все меры предосторожности необходимо соблюдать. Коронавирус никуда не делся, и ни в мире, где он как раз сейчас только-только начинает набирать обороты, ни у нас в стране, ни у нас в республике. К сожалению, вот еще раз хочу сказать, что вот несоблюдение элементарных мер предосторожности, я говорю не только о ношении масок, но и даже вот мытье рук, дезинфекция помещений, избегание скоплений людей, невыход на работу при малейших признаках ОРВИ, вот это несоблюдение этих правил приводит вот к тому, что коронавирус у нас не уменьшается, а все равно вот на каком-то определенном уровне он остается. Поэтому здесь, конечно же, и оперативным штабам на местах, и руководителям предприятий, да и в целом жителям республики, конечно, надо еще раз под самоограничениями, скажем так, да, достаточно серьезно работать. Поэтому мы надеемся, что все-таки ситуация начнет постепенно улучшаться, хотя мы не исключаем таких локальных скачков, но таких вот, как были раньше, когда там у нас сотни и больше людей заболевало, конечно, такого уже не будет, мы очень на это надеемся. Вместе с тем, вот локальные скачки, связанные с заражениями такими внутри районов, они, конечно, к сожалению, пока еще у нас наблюдаются. Безусловно, лесные пожары у нас сегодня действуют на достаточно значительной территории республики, и поэтому объявлен режим ЧС по региону. Нам помогают очень сильно и федеральные структуры. Как вы знаете, за последнюю неделю выделены дополнительные средства, практически $500 000 из федерального бюджета на решение задач по оперативному тушению пожаров. Также принято решение о бесплатном питании за счет федерального бюджета тех, кто занят на тушении пожаров. Это те решения, о которых я просил нашего президента Владимира Владимировича Путина, и благодаря поддержке личной президента страны вот этот вопрос, очень важный для республики, наконец-то решился. На сегодняшний день мы тушим 22 пожара на территории 11 районов. Особо серьезная у нас тяжелая ситуация на северо-востоке республики. Последние дни была напряженнейшая ситуация в районе села Хону Момского района, но вот благодаря, на самом деле, самоотверженной работе и оперативного штаба на месте, добровольцев, сил, переброшенных туда лесоохраны, удалось переломить ситуацию, и практически можно говорить о локализации пожара в районе Хону. Вместе с тем, рядом с территориями некоторых сел пожары еще продолжаются в Момском районе, поэтому вертолет Ми-8 с водосливным устройством МЧС, он оставлен пока на территории Момского района для дальнейшей работы. К сожалению, из-за сильной задымленности вчера он работать не смог. Мы надеемся все-таки, что работы в ближайшие сутки он сможет уже продолжить. Сейчас наиболее тяжелая ситуация, на взгляд нашего республиканского оперативного штаба, по Среднеколымскому району, где действует 5 пожаров, которые могут угрожать населенным пунктам. Сейчас принято решение о переброске дополнительных сил, в том числе и перегруппировке сил внутри района Среднеколымского. Так, аэромобильная группа МЧС России с села Ликюкел, которая в районе работала и где ситуация уже более-менее стабильная, будет перебрасываться в район села Сваты. Вот. Также будет перебрасываться дополнительное снаряжение, дополнительные мобилизованные силы именно самого Среднеколымска. Это будет все произведено в течение сегодняшнего дня. Ситуация по Свату, она
лучше, чем вчера. Все-таки и понижение температуры сыграло свою роль, и снижение силы ветра. Вчера был очень сильный ветер, сегодня уже ветер стих, можно сказать, и температура значительно опустилась. Вместе с тем мы, конечно, держим на контроле, и еще раз хочу сказать, что дополнительные силы по мере необходимости будут перебрасываться на территорию Среднеколымского района и тех районов, где пожары могут представлять угрозу для населенных пунктов. Сегодня из этих 22 пожаров 8 они действуют в непосредственной близости от населенных пунктов, а остальные 4 они действуют в зоне контроля, но мы их тушим, так как понимаем, что они в последующем могут представлять угрозу для наших населенных пунктов, и, соответственно, по ним тоже принято решение об их тушении. Хочу особо поблагодарить всех тех, кто сегодня занят непосредственно на тушении пожаров. Это и силы, еще раз говорю, лесоохраны, и Якутлесресурса, это и добровольцы, мобилизованные жители ряда населенных пунктов. Благодаря их работе, еще раз хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день непосредственно прямой угрозы и пожаров уже в самих населенных пунктах на их территории не допущено. И я уверен, что и в дальнейшем мы эту цель будем решать и успешно. Спасибо.